Огонь идет. Огонь идет Константин Синдаулов. Победитель первенства России. По хоккею. Член сборной команды Республики Саха-Якутия по международным спортивным играм Лиги Азии. В центральном совета передача огня направления первого международных спортивных игр Лиги Азии. Давайте, дорогие, встречаем передачу огня. В эстафету огня получает Диана Адачка. Не торопитесь, не торопитесь. Ребята, рукой помахайте сюда, помахайте. Машу. Еще раз прикури. Международных спортивных игр Лиги Азии, которые проходят в этом году в феврале месяце. Все, поворачивай поворот на фото по одному. Есть поворот налево, побежали дальше. Поворот налево. Давай, конечно, сзади. Проходит два этапа. Огонь идет через 32 километров пуска. Общая протяженность маршрута составляет 4112 километров. Участник 370 по километру. Первые длинные международные спортивные игры Лиги Азии пройдут с 9 по 16 февраля 2019 года в столице Сахалинской области, в городе Южно-Сахалинск, под патронатом президента Российской Федерации, ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета России, Министерства спорта России. Будут проведены соревнования по 8 видам спорта. Огонь идет Диана Адачка, мастер спорта России, чемпионка первенства России по легкой атлетике, 20-кратная чемпионка по национальным видам спорта. Огонь эстафеты первого вида международных спортивных игр Лиги Азии. Вон у нас какой поворот. Адачка передает олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира, чемпиону Европы по возьмите друг другу руку. Возьмите руку. Машем. Давай руки. Вот так, вот. Молодец, да. Улыбаемся. Маши, махайте что-нибудь, рукой помахайте. Вот. Уважаемые жители города, приветствуем участников эстафеты. Побежали. Движение. Сюда уходит. По центральной улице идет эстафета передачи огня на проведение первого зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Огонь идет олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольному турниру, сборная Республики Саха-Якутия, заслуженный мастер спорта СССР, Павел Павлович Демидов.
фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина. Город Иркутск, столица Республики Саха-Якутия, приветствует всех участников торжественной церемонии старта эстафеты «Огня» первого зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Получает Ярослава Федорова, чемпионка первенства Дальневосточного федерального округа член сборной команды Республики Саха-Якутия, первым зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Есть поворот лицом к фотографам. Уважаемые горожане, приветствуем участников Вот, смотрите, как вы выполните боксы. Красиво. Молодцы! Одевай лицо. Все, есть поворот. Поехали, побежали. Движение. Движение. Передал эстафету «Огня» Ярославе Федоровой, чемпионке первенства Дальневосточного федерального округа Дальнем Среду, члену сборной команды Республики Саха-Якутия, первым зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Дорогие горожане, встречаем участников и приветствуем участников эстафеты «Огня» первых международных зимних спортивных игр Лиги Азии. По городу идет эстафета «Огня» первых международных зимних спортивных игр Лиги Азии. Поприветствуем участников эстафеты. Массовое движение Ярослава Федорова, чемпионка первенства сборной команды Дальневосточного федерального округа по шорт-треку, часть сборной команды Республики Саха-Якутия, первым зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Уважаемые горожане, приветствуем участников эстафеты первых зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Позу сделали какую-то. Позу вот так встать, вот, ну вот что-нибудь такое, во. Ага. Вот довольно? Все, двигаемся, следующий этап. Уважаемые горожане, приветствуем участников эстафеты первых зимних международных спортивных игр Лиги Азии. Эстафета идет по центральным улицам города Иркутска. Рядом с радиомоторами идут Роман Трубецкой, победитель «Огня» Лиги Азии, мастер спорта полет в атлетике, победитель и призер летних международных спортивных игр Лиги Азии 2004 года, рекордсмен Европы без супернагрузки 2008 года, вице-президент Федерации легкоатлетики Сахалинской области. Галина Глебова, мастер спорта России, участник летних международных спортивных игр Лиги Азии 2008 года, призер первенства России, город Южно-Сахалинск. Илья Спартакиев. В какую сторону, Андрей? Туда, на оператора, разворачивайся. Мастеру спорта России, чемпионки России по А чисто отдать как Дзюба. Подождите, вы будете прыгать, что ли? Вы собрались прыгать? Когда я передам. Понял. Андрей, еще повернем вон туда, где девушка. Чуть-чуть проедьте вперед. Чуть-чуть вперед. Вперед проедьте, повернитесь еще. Вот, где девушка, чтобы... Андрей! Ладно.
Давай, прыгай. Уважаемые горожане, приветствую! Все, двигаемся дальше. Международных спортивных игр Спокойно, спокойно, пусть машина уедет. Ага. рядом с Макелоносным несут бегут хранители огня. Роман Кременской, мастер спорта по легкой атлетике, победитель, призер третьей международных спортивных игр Дети Азии, бегунстер года 2008 года, вице-президент Федерации легкой атлетики Сахалинской области, Галина Глебова, мастер спорта России, участник третьих международных спортивных игр Дети Азии 2008 года, призер первенства России, город Южно-Сахалинск. Илья Бардалиев, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер первенства России, многократный победитель и призер Дальневосточного федерального округа, город Южно-Сахалинск. Заходится через Декамаск. Я понял. За тундрой и потом на пешеходном налево. Налево. Мастер спорта России, чемпионка России по биатлону. Огонь эстафеты получает Константин. Валерий Андросов, кандидат в мастера спорта, призер первенства мира по вольной борьбе, победитель первенства России 2008 года. Уважаемые горожане, приветствуем участников эстафеты огня первого зимних международных спортивных игр Дети Азии. Огонь несет Валерий Андросов, кандидат в мастера спорта, призер первенства мира по вольной борьбе, победитель первенства России 2008 года. Уважаемые горожане, приветствуем участников эстафеты огня первых зимних международных спортивных игр Дети Азии. Огонь эстафеты несет Валерий Андросов, призер первенства мира по вольной борьбе, победитель первенства России 2008 года. Рядом идут хранители огня. Это Роман Кременской, город Южно-Сахалинск. Галина Глебова, город Южно-Сахалинск. Илья Бардалиев, город Южно-Сахалинск. Андрей, давайте туда выйдем, чтобы без машин. Без машин? Ну да. Ну хотя бы на один. Международная дружина. Ребят, чуть-чуть туда надо развернуться. Телевидение. Ребят, вот сюда. А так кулаком пробило. То есть, во, сделали, да. Даже стой. Сахалин, стоп. Сахалина, А это, разверните может, факел. выше руки вот так подать. Нет, факел, чтобы горел сзади вас, факел. Факел опустить вниз. Еще, Да. Секунду. Андрей, еще вот так вот сделать, вот так, чтобы Я все так и снимаю. Да, сейчас, ребят. Все. Все, двигаемся. Поехали. Да, ровнее, да. Пойди. Я Леше отдал учиться. Факел несет Никита Дружинин.
кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, регион Сибирь, Дальний Восток, Бахаевеев, тренер сборной команды Республики Саха-Якутия. Леша впереди бежит, у него лучина должна. Леша пойдет. Снимай, Маша. Уважаемые жители города Якутска, Камеру. приветствуем Факел равнее. эстафету огня первым зимним международным спортивным игр Лиги Азии. Какой фон делаем? Здесь делаем, снимаем. Все, подходим. Передачу. А давай, а вот так. Все, интамо, изобразите. А может быть, честь отдадим? Да, вот так, раз. Левая дается Ну какая разница, синхронно будет. Все, просто представили к лицу, да. Спасибо. Поворот. Еще факел разворачиваем, аккуратно. Ветерану спорта ресурсов. Движение! Движение идем. И спорта России. И махать начинаем потихонечку. Уважаемые жители города Якутска, приветствуем участников эстафеты первого зимнего международных спортивных игр Лиги Азии. Главный тренер Афанасий Егорович Алексеев, ветеран спорта Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры и спорта России. Первые международные спортивные игры Лиги Азии пройдут в городе Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля 2019 года. Под патронатом президента Российской Федерации, ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета России, Министерства спорта России. Будут проведены соревнования по 8 видам спорта. Нет, ребят. Вот сюда. Афанасий Егорович передает Василию Тишкову эстафету огня первым международным зимним спортивным игр Лиги Азии. Василий Тишков, чемпион республики по лыжным гонкам, член сборной команды города Якутска. Поворачиваемся, по одному держим огонь, поворачиваемся. Все, камере. Вот, остановились. Поверните еще. И какой спот изобразили там. Молодцы! Вот так. Продолжается эстафета огня первым зимним международным спортивным игр Лиги Азии. Пошел несет Василий Тишков, чемпион республики по лыжным гонкам, член сборной команды города Якутска. Приветствуем участников, правителей огня Романа Трубецкого, мастера спорта полетной атлетики, победителей и призера третьего международных спортивных игр Лиги Азии 2004 года. Карину Глебову, мастера спорта России, участника третьего международных спортивных игр Лиги Азии 2008 года. Ильяса Барталиева, кандидата в мастера спорта полетной атлетики, призера первенства России, многократного победителя и призера Дальневосточного федерального округа, город Южно-Сахалинск. Приветствуем участников эстафеты огня первым зимним международных спортивных игр Лиги Азии. Огонь эстафеты передается направление.
Начинаем церемонию передачи капсулы огня на хранение в Ледовый дворец Элейботур города Якутска. Капсула простоит в фойе Ледового дворца до 29 декабря 2018 года. Огонь первых международных спортивных игр, зимних игр «Дети Азии» на хранение принят. Слово предоставляется заместителю министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егору Евгеньевичу Умнову. Дорогие друзья, добрый день! Я рад приветствовать вас в этом замечательном спортивном комплексе на поистине историческом событии. Сегодня состоялось открытие эстафеты огня первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Давайте поаплодируем, поздравим друг друга с этим потрясающим событием. Сахалинская область, сахалинцы, курильчане с нетерпением ждут, когда огонь прибудет в Южно-Сахалинск. Это состоится совсем скоро, и мы дадим старт эстафете уже непосредственно на территории Сахалинской области. Я уверен, что с этим огнем мы привезем и тепло сердец жителей Республики Саха. Большое вам спасибо за то доверие, которое оказал ваш народ и республика в организации проведения игр первых на территории Сахалинской области по зимним видам спорта. Сахалинцы очень любят спорт, очень любят сноуборд, горные лыжи, катание на коньках. Я уверен, что эти соревнования станут доброй традицией и позволят и укрепить отношения между нашими регионами. И, конечно же, выведут развитие зимних видов спорта на новый уровень. Большое всем спасибо, удачи, успеха, с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в ваших домах будет гореть этот огонь, который мы обязательно привезем на Сахалин, но он, уверен, останется у всех нас в наших сердцах. С праздником! Спасибо! Слово предоставляется министру спорта и физической культуры Республики Саха-Якутия Иннокентию Юрьевичу Григорьеву. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня очень радостный, приятный, светлый день. Сегодня Республика Саха-Якутия принимает на хранение огонь первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Идея о проведении зимних игр «Дети Азии» прозвучала еще в 2000 году. И прошло много времени, чтобы эта идея претворилась в жизнь. Спасибо нашим друзьям из Южно-Сахалинска, которые приняли это ответственное решение. И сейчас первые игры зимние «Дети Азии» будут проходить в Сахалине, Южно-Сахалинске. Но история огня игр «Дети Азии» тоже берет свое начало с самых первых игр «Дети Азии». В 1996 году огонь игр был привезен с Атланты, с Олимпийских игр. А начиная с 2000 года огонь игр зажигается у нас в Республике Саха-Якутия. Поэтому эта традиция продолжается. И зимние игры, и летние игры, они имеют начало зажжения огня в Республике Саха-Якутия, на родине игр «Дети Азии». Еще раз всех поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю высоких спортивных достижений, крепкого здоровья, с наступающим Новым годом, мирного неба и счастья. Удачи всем! Слово предоставляется генеральному директору Международного комитета игр «Дети Азии», руководителю рабочей группы «Эстафета огня» областного оргкомитета по подготовке и проведению игр «Дети Азии» на Сахалине Владимиру Владимировичу Максимову. Уважаемый Иннокентий Юрьевич, Егор Евгеньевич, дорогие друзья, все присутствующие, хочу поздравить всех нас со стартом эстафеты огня. И по положению эстафеты огня, утвержденного областным организационным комитетом по подготовке и проведению игр «Дети Азии», в каждом муниципальном образовании, городском округе, где проходит эстафета огня, на территории которой проходит, этому городскому округу или муниципальному образованию в память о эстафете передается один экземпляр факела эстафеты первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». И я, пользуясь случаем, хотел бы в такой торжественной обстановке вручить представителю администрации
городского округа города Якутск. Экземпляр факела, который был зажжен сегодня. Дорогие гости, на этом мы завершаем церемонию передачи огня, капсул огня на хранение в спортивный комплекс «Лейботор».